На Сухумской набережной в любое время года жизнь бьет ключом. Нельзя побывать в Сухуми и хоть раз не прогуляться по набережной. Ведь у каждого строения своя история и колорит. Именно отсюда было начато празднование Всемирного дня экскурсовода. Здесь, у Сухумской крепости, Республиканским профсоюзом экскурсоводов была организована бесплатная пешая экскурсия по достопримечательностям столицы. Тут напротив нас стиль «Лазурный берег». Бывшая гостиница «Сан-Ремо» 1914 года. Видите, вон там наверху, над дверью, надпись «14 год», уважаемые друзья. От древней Сухумской крепости до площади Свободы прошлись около 100 человек. Экскурсия познакомила с историей города, природой и богатой архитектурой. На протяжении 2 часов в формате легкой прогулки по городу с остановками экскурсовод Денис Гопя знакомил участников с историческими достопримечательностями и множеством уникальных памятников. В этом месте в свое время стояли 2 здания очень богатого греческого купца Якиня Лаис. 3-й год сюда приезжаю на зимовку, мне очень нравится. Очень познавательная экскурсия, обаятельный ведущий. Прям такие факты очень познавательные, интересные. Большое спасибо, что есть возможность посетить такие экскурсии. Большое спасибо профсоюзу, мы очень рады. В экскурсии приняли участие экскурсоводы, студенты АГУ, горожане, а также гости столицы. 3 года назад Наталья Жиркова вместе с детьми переехала в Абхазию из республики Коми. Не раз она принимала участие в экскурсиях с детьми, однако такого глубокого погружения ранее не было. Мы приехали вообще на шахматный турнир. Да, и когда здесь увидели, какая здесь обстановка, как здесь прекрасно, как здесь можно заниматься шахматами, и не только шахматами, изучать абхазский язык. Опять же, дочь очень любит, она поет на абхазском языке. Мы часто посещаем театр, нам очень нравится спектакль про Келешбея. И, конечно же, очень много хотелось еще узнать подробностей этой истории, потому что это настолько глубокая история, которая переплетается с разными странами, и только вот с историческими фактами можно все-таки прийти к истине. Республиканский профсоюз экскурсоводов в Абхазии функционирует с 2017 года. Каждый год они отмечали свой профессиональный праздник в узком кругу. Однако совсем недавно появилась идея провести его масштабно. Сегодня мы заложили хорошую традицию ежегодно в Абхазии так массово с рядом мероприятий праздновать такого рода мероприятия. Этот день уже во всем мире празднуется на протяжении 33 лет, а массово в Абхазии вот первый раз. Да, я надеюсь, что эта традиция она будет приумножаться, и на следующий год мы будем этот праздник не только праздновать в столице, да, но и во всех городах нашей республики. Топонимика Абхазии по пути следования экскурсионных маршрутов. Под таким названием далее в здании нацбиблиотеки прошла лекция с экскурсоводами. Экскурсовод – это не только рассказчик. Это еще ученый, организатор и даже актер. Следует отметить, что число лжегидов растет, так как увеличивается уровень туристического потенциала республики. Нелегальные экскурсоводы искажают историю Абхазии, обычаи народа. Более того, распространяют дезинформацию. По мнению экскурсоводов, важно правильно преподносить информацию. Любая наука, историческая наука тоже не стоит на месте, правда? И мы все двигаемся вперед. 21 век на дворе, и у нас у всех есть возможность добывать информацию в разных архивах. Слава богу, это сейчас не советское время, да, это тогда здесь были грузины. И вы знаете, в свое время, в 50-е годы, мне наши ребята в архиве в Москве добыли материал, и там дискуссионный текст от Сухума до Рица, где утверждалось, что Рица будто бы это грузинское название. То есть какой целью это вообще делалось? Да? То есть топонимика это тоже наша история, это часть нашей истории, это часть нашей культуры. Любой топоним, он имеет свою историю. Нельзя вот так просто взять и выкинуть. Почему вот в советское время там Ахали Афони назвали, да, там Новый Афон, там Хупста там назвали Тетрисцхали, да, потому что потом со временем грузины что сказали? А вот видите, это наша топонимика там.
Знаете, это же тоже политика определенная. В завершении официальной части мероприятия за активное участие в деятельности профсоюза и за вклад в развитие экскурсионной сферы молодые специалисты и ветераны были награждены грамотами. Впервые, опять же, в истории экскурсионного сообщества Абхазии, новейшей истории, были награждены ветераны нашей сферы. Это люди, которые внесли весомый вклад в становление экскурсионного дела Абхазии. Также были награждены и, помимо тех, кто работает с советского периода, тоже ветераны, но внесшие весомый вклад в становление, это и по методической части, и по организационной. Ну а также актив профсоюза, отмечены были благодарностями от профсоюза за активное участие в деятельности, в различных акциях. Сейчас, когда люди много путешествуют по миру, требования к работникам туристической сферы значительно повысились. Ведь экскурсоводы и гиды – это люди, которые формируют первое впечатление гостей о стране. Шазина Ханагу, Инал Гвинже, Абхазское телевидение.